В Кыргызстане набирает популярность новое направление – летние исламские школы для девочек. Об одном из таких лагерей подготовила критический репортаж «Настоящее время». В посещенном журналистами лагере религиозное образование получают 60 девочек в возрасте от 9 до 12 лет. В будни они живут в лагере, а на выходные их отправляют к родителям. Основатели летней школы говорят, что главная цель – научить детей традиционным исламским законам. Мухаббат Сулайманова, воспитательница религиозного лагеря, рассказала журналисту, что они помогают родителям в правильном воспитании детей. Жаштарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, диний тарбия бергенибиз жакшы да. Себеби ата-энелерин тыштап коюп, бакпай карабаган, ата-энесин укпагандар толтура. Соткада отуруп жалоба кылган ата-энелер көп. Балам тарбиялап берчи, соткадан ары болбой атат, бизди укпай атат, саба окубай жатат, китеп окубай жүрөт деп. Биздин максатыбыз ушу, илим алсын, динде тарбиялансын, ата-энесиге жардам берип карайт, ата-энени баалайт да. За 15 дней обучения и проживания в летней школе девочек обучают сурам Корана, а также правилам ритуального омовения и молитвы. Примечательно, что авторы репортажа не преминули дискредитировать исламские летние лагеря, упомянув якобы царящую в них антисанитарию, а также процитировав различных так называемых экспертов, которые высказали свои опасения по поводу существования подобных заведений. Но разрешение на открытие лагеря или лицензии, дающие право давать образование сотрудники, не смогли предоставить нам. В настоящее время это дочерний телеканал от Радио Свободы и Голоса Америки, финансируется за счет грантов Конгресса США и официально обозначает свою цель как продвижение демократических ценностей и институтов. В Кыргызстане редакция всех перечисленных выше СМИ занимает крайне антиисламскую позицию, постоянно публикуя репортажи с критикой в адрес религии и исламских активистов. Следует также заметить, что население Кыргызстана за последние десятилетия совершило большой рывок в возвращение к своим историческим исламским ценностям. Например, в СМИ периодически появляются публикации о том, что жители некоторых населенных пунктов страны отказались от употребления и продажи спиртных напитков.